Пятки вместе, носки врозь, руки по швам. Равняйся. Смирно. Ассаламу алейкум. Направо повернулись. К разминке приступить. Наполовину присели, идем. В Дворце спорта имени Берда Евлоева царит сосредоточенная атмосфера. Здесь, в самом сердце спортивной жизни региона, проходят ежедневные тренировки по спортивной гимнастике. Сегодняшняя тренировка, как и всегда, началась с фундаментального и обязательного элемента – разминки. Ну, разминка обычно длится у нас от 10 до 20 минут. Мы применяем очень много различных упражнений. И акробатические, и стоечные варианты. Поэтому сейчас все покажем, все продемонстрируем. Наши телезрители все увидят. Ребятишки синхронно выполняли комплекс упражнений на растяжку, разогрев мышц и суставов. Для этих атлетов аксиома спорта – спортивная гимнастика без разминки не начинается. Это очень важный момент, потому что тело нужно перед тренировкой, перед нагрузками хорошенько разогреть. Для чего это делает? И так понятно, минимизировать травмы. И поэтому в любом виде спорта вся тренировка начинается с разминки, и в любом случае этим пренебрегать ни в коем случае не стоит. Любая, даже самая рутинная тренировка – это прежде всего профилактика травм. Мы не имеем права допускать гимнасток к снарядам с холодными мышцами. Разминка – это наш щит и наш фундамент. Она подготавливает не только тело, но и сознание спортсмена к сложной работе, пояснил тренер Абдулмалик Барахоев. Подышали, подышали, глубокий вдох, выдох. Носом вдох, выдох. Руки на пояс, размяли шею. Наклон головой в каждую сторону по 2 раза. Прижали ухо, подержали. На первый взгляд, картина в гимнастическом зале сегодня была нестандартной. Вместо привычного аншлага занимающихся детей здесь тренировалась немногочисленная группа разрядников. Зачастую оздоровительные группы переполнены, в то время как группы спортивного мастерства испытывают недобор. Тренер с многолетним стажем поясняет сложившуюся ситуацию. В оздоровительных группах у нас числится до 20 детей. В данный момент вот у меня ребята занимаются, это группа разрядников. Там обычно набираем детей до 8 до 10 человек. Сейчас в данный момент тренируется 4. Ребят было больше. Некоторые ребята ушли на другие секции, записались на единоборство. Вот также пытаемся набрать. Вижу в оздоровительных группах детей, предрасположенных к спортивной гимнастике, имеющих вот такую вот явную предрасположенность. Но по различным обстоятельствам родители отказываются ходить на тренировки, кому-то время не подходит, кто-то там собирается отдать ребенка в другую секцию, другие планы. Итак, пока что имеем, то есть, с этими работаем. В эпоху малоподвижного образа жизни и постоянного стресса вопрос сохранения здоровья становится как никогда актуальным. По мнению тренера, один из самых эффективных и доступных способов поддержать организм – это регулярные занятия гимнастикой. Необходимо каждому человеку, начиная с раннего возраста. Как мы говорим, что жизнь – движение, а движение – это жизнь. Поэтому немаловажно быть здоровым, крепким, эластичным. И все это дает гимнастика. Достижения моих воспитанников. Мы ежегодно выступаем на всероссийских соревнованиях. Вот на территории СКФО ежегодно проводится открытый турнир памяти мастера спорта Назарова в Ессентуки. Там вот выступаем в Кабардино-Балкарии имени двукратной серебряной призерки Олимпиады Елены Продановой. Турнир бывает открыто очень много регионов, межрегиональный турнир. Там выступаем.
Ну и по ходу Дагестан, Черкесск, Москва. Попадаются старты. Стараемся выезжать, участвуем. И не было такого за весь период, чтобы мы куда-то выезжали и возвращались с пустыми руками. Дети всегда забирали и первые места, и серебряные, и бронзовые медали. Поэтому на более высшие такие вот награды пока что мы не доросли. Чаще всего, как я уже раньше говорил, дети у нас, бывает, вот несколько лет позанимаются, ну, забирают на другие секции. А так, чтобы ну, весь вот этот путь от новичка до мастера пройти, как говорится, в этом у нас бывает только единицы. Ну, я уже работаю 8 лет. В основном изначально как бы моя работа была акцентирована на оздоровлении детей, а позже уже я начал работать на результат. Уже сформировал группы, отбирал детей туда и готовил к соревнованиям. Ну вот сейчас в данный момент ребята занимаются. Здесь есть хорошие перспективные пацаны. А впредь какие планы у вас? Впредь какие планы? Как тренер, вот, хочется увидеть своего мастера спорта, хочется увидеть своего победителя, да, на таких вот высокомасштабных соревнованиях, как первенство России, чемпионат России. Для этого нужно много работать и, самое главное, удержать своего ребенка. Кто проложил путь гимнастики в нашу республику? Ответ знает каждый мальчишка, который приходит в наш зал, говорит тренер гимнастики Абдулмалик Барахоев. Его имя для них – легенда и пример преданности любимому делу. Мы все идем по пути, который он когда-то начал прокладывать для нас. И сегодня, наблюдая за успехами молодых гимнастов республики, мы видим продолжение дела всей жизни этого удивительного человека. Путь, который он проложил, стал прочной основой для будущих побед и свершений. Долгиев Исаак Мухтарович. Я о нем даже публикацию делал. Это еще со времен СССР на территории Аджикицы, в университете, где он учился. Там вот на базе университета был зал спортивной гимнастики, там он тренировался. Если я не ошибаюсь, в 80-х он начал работать тренером. И, наверное, взрослые люди, которые занимались у него в заводе, в подвальном помещении, это вот в районе Назрани было. У него был свой зал, и там он тренировал, но на те времена как бы особо востребовано все это не было. И такого внимания этому особо не уделялось. Это был первый человек, который проложил путь, можно сказать, открытия гимнастики. В нашей республике. Да. Многие видят лишь финальный вариант элемента на соревнованиях.
сложный и зрелищный, но путь к нему начинается с азов, подчеркнул наставник. Это фундаментальные, базовые движения и связки, которые гимнаст должен довести до абсолютного автоматизма. Без идеально отточенного ОЗ браться за элемент высшей категории сложности не только бесполезно, но и травмоопасно. Сейчас мы видим, как ребята выполняют базовые упражнения с гимнастики. Это так называемые азы гимнастики. Базовая подготовка – это основа из основ. То есть гимнаст изучает положение, через которое проходят все гимнастические элементы. Вот здесь закладывается основной фундамент гимнастики. Множество упражнений, множество упоров, положений, стоек. И вот это закрепление, оно очень важно, и на этом приходится очень много времени тратить. И здесь вот ребенок, он начинает действительно крепнуть, получает гибкость, динамическую гибкость, силу, координацию. И в последующем вся вот эта работа, она переносится на снаряды. То есть мы знаем, что спортивная гимнастика – это гимнастическое многоборье, которое состоит из 6 снарядов. Это опорный прыжок, кольца, параллельные брусья, гимнастическая перекладина, вольное упражнение. И самый такой коварный снаряд спортивной гимнастики – конь-махи. Поэтому работы, как вы видите, много. На каждом из снарядов гимнаст должен выполнить программу. Здесь уже с малого такого возраста, начиная с юношеских разрядов, в подростковом возрасте уже начинаются взрослые разряды. Это уже прям такая серьезная работа. Потом уже начинается подготовка уже высшего мастерства, кандидата в мастера спорта, мастера спорта. Поэтому очень такой кропотливый, сложный и долгий путь. Абдулмалик Барахоев – тот тренер, чье имя хорошо известно в уличном спорте. Теперь все свои знания и опыт отдает подрастающему поколению. Он является мастером спорта международного класса по стритлифтингу и мастером спорта Международной федерации стритлифтинга, а также обладателем престижного Кубка России. Кроме того, он двукратный чемпион республики по воркауту, призер Северокавказского федерального округа и, что особенно значимо, призер чемпионата мира по воркауту 2014 года в Астане. Неоценимый вклад атлета в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни был неоднократно отмечен государственными организациями. Он награжден дипломами за развитие и пропаганду воркаута, здорового образа жизни, а также за развитие гимнастики в Республике Ингушетия. Фундаментом для этих впечатляющих успехов в силовых дисциплинах стал его 3-й спортивный разряд по спортивной гимнастике, который заложил базу для будущих побед. Знания в подготовке гимнаста, то есть знать теорию и методику подготовки обязательно. Уметь находить общий язык с детьми. То есть в работе тут очень много моментов, что я ранее перечислил в подготовке гимнаста. Еще и правильно страховать нужно ребенка, чтобы он не травмировался, потому что очень много тяжелых элементов, где можно легко травмироваться при невнимательности и при халатности тренера, я скажу. Поэтому здесь вот очень сильно делается акцент на образование тренера. Мы ежегодно ездим на повышение квалификации, такой, скажем, обновление, перезапуск знаний. Потому что после каждой олимпиады с окончанием вносятся определенные изменения в правилах гимнастики. С этим мы тоже ознакомливаемся, проходим судейские семинары. И вот на курсах повышения квалификации там вот сама Федерация России предоставляет нам очень хороших специалистов, которые делятся своим опытом, своими знаниями, что вследствие мы применяем в работе. Сегодня, имея за плечами столь богатый соревновательный опыт, он решил сосредоточиться на тренерской работе. Теперь он обучает детей основам спортивной гимнастики, помогая им не только развивать силу, гибкость и координацию, но и воспитывать в них характер, дисциплину и волю к победе. Вот наши юные гимнасты недавно вернулись с ежегодного фестиваля гимнастики, который проходил в городе Махачкала в Республике Дагестан. Все вернулись с медалями. Поехали 3 человека: Горданов Самир, Аздоев Асадулла, Аханис и Келигов Мухаммад. Асадулла принес нам золото, Келигов бронзу, Самир серебро. Выступали по программе 3-й юношеский разряд, вот эти вот двое, вот эти 2 сорванца, и по 2-му юношескому Горданов Самир. Было очень много детей, приехали ребята с Москвы. Выступало очень много клубов, представляющих Республику Дагестан.
Мы вот гости с Ингушетии тоже, поэтому участников было достаточно много. Не считал всех, но детей было, народу много. И хотелось бы поблагодарить представителей Дагестана, в частности организаторов Яру и Мухаммада Дикинова за столь теплый прием, за столь грандиозное событие, которое они вкладывались. Видно было, что ребята очень сильно постарались, чтобы максимально профессионально подготовиться к такому событию. Были представлены гости. Приехала Светлана Хоркина, олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, также двукратная серебряный призер Олимпиады Елена Продунова, ну и также министр спорта Дагестана посетил данное мероприятие, пожелал всем спортсменам прекрасного будущего спортивного. И, конечно же, с каждым годом мы наблюдаем, что уровень гимнастики на Кавказе растет, открывается больше клубов, все чаще проводят соревнования. Мы, соответственно, видим, наблюдаем, как становимся тоже частью такой атмосферы. На этом мы не останавливаемся. Ребята тренируются около года. Это небольшой срок, но за это время сделали неплохие результаты. Выезжали, все соревнования, куда мы выезжали, не возвращались без медалей, радовали нашу республику. И думаю, каждый из этих сорванцов станет хорошим гимнастом, который в будущем будет представлять нашу родину на международной арене. Гимнасты выполняют сложнейшие элементы на брусьях, кольцах, бревне и вольных упражнениях. Каждое движение выверено до миллиметра. За кажущейся легкостью стоят годы изнурительного труда. Следующий подошел. Так, достаточно. Следующий. Ну вот смотри, ты столько пробежал, вот здесь вот остановился. Как ты будешь переворот делать, скажи мне? А? Вот если бы я тебя не подстраховал, что потом случилось бы? Иди давай, думай. Давай. Следующий. Сейчас мы наблюдаем, ребята делают перевороты вперед. Подожди. Здесь вот они толкаются с гимнастического мостика на более такую возвышенную поверхность. То есть выполняется по прямой, на ковре обычно. Но сейчас мы для чего используем такую методику? Для будущего, чтобы руками не толкались сильнее.
здесь уже приходится немножко дорабатывать еще больше руками, чтобы на возвышенность запрыгнуть. То есть это более такой усложненный вариант исполнения. Потому что все-таки толкаться приходится сильнее. И уже когда они будут делать на ковре, то, соответственно, им будет даваться это проще. Стой, молодец. Стой. Хорошо. Стоять. Сзади ноги дотягивай. Кольца доворачивай спереди. На махе вперед чуть доворачивай еще кольца. Вот. Мы верим, что наши юные гимнасты приобретут еще много побед. Впереди у ребят новые старты и высоты, которых они непременно достигнут.